утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия», в студии Екатерина Данилова. Здравствуйте. На календаре понедельник, 16 августа. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в республике остается стабильно напряженной. Такую оценку дал глава Чувашии Олег Николаев на очередном заседании оперштаба. Стабильность не просто хрупкая, но очень шаткая. Вот эта стабильность, которую в целом удается удерживать, она требует еще больших усилий с нашей стороны. По данным Роспотребнадзора республики, в последние 2 месяца количество заболевших растет. На прошлой неделе ежедневно фиксировалось от 70 до 79 случаев заражения. На сегодняшний день количество сделавших прививку в Чувашии чуть больше 46% от запланированного показателя. Практически 248 тысяч старшего населения мы должны привить, и это 90% всего старшего населения. И на сегодняшний момент мы привили только 92 242 человека, что соответствует 33,4%. Таким образом, из-за высокого уровня заболеваемости в городе Алатырь, Алатырском и Порецком районах ввели дополнительные ограничительные меры. На неделю под запретом все массовые мероприятия. Также сократили часы работы кафе. Пока принимать гостей не будут до 9 часов вечера, а наполняемость залов составит всего 50%. Отмечу, каждый день в республике работают 56 стационарных и 13 мобильных пунктов вакцинации. Так, например, сегодня в городе Алатырь прививку можно сделать по 3 адресам. Улица Комиссариатская, 73, Березовая, дом 2 и в микрорайоне Стрелка, дом 37. К другим темам. В честь Дня города Чебоксары в столичном детском парке имени Николаева установили необычный арт-объект – надувную 5-метровую ракету «Союз-2». Это копия ракеты-носителя «Союз-2-1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-17», которая этим летом стартовала с космодрома Байконур. Напомню, этот полет посвятили дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту Андрияну Николаеву. Его портрет вместе с государственными символами республики был размещен на ракете. Отмечу, полюбоваться новым арт-объектом чебоксарцы смогут до наступления холодов. Сделать чувашскую культуру более узнаваемой. В Москве появились билборды с изображением девушки в национальном чувашском костюме. Постеры установлены в 10 районах столицы России, а именно вблизи центральных кольцевых автодорог. Это часть проекта по продвижению бренда Чувашии. Наши земляки уже смогли оценить билборды, опубликовав их видео и фотографии на своих страницах в соцсетях. Фотографии достопримечательностей Чувашии могут появиться в журнале National Geographic Travel, но для этого за них нужно проголосовать. Сделать это можно на сайте www.russia.natgeo.ru до 10 октября. В голосовании принимают участие 4 фото. На них Веденский кафедральный собор, Чебоксарский залив, Красная площадь, Национальный парк Чуваш-Вырмани, а также изделия, украшенные чувашской вышивкой. Итоги голосования подведут уже в ноябре. Отдать свой голос может каждый. Пусть о Чувашии узнают в каждом уголке нашей страны. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».